Друзья, добрый день! Еду сегодня в Назрань по делам и беру вас с собой. Я, может быть, поснимаю, а может быть и нет. Так, я, друзья, сейчас уже в Назрань приехала по делам, но мне надо немножечко подождать. Я решила заглянуть в вот такой вот магазин одежды. Зараз Чичоева шоп называется, видите? Меня просили некоторые девочки показать, какую тут у нас одежду продают. И вот я пойду вам и покажу. Мне самой, правда, ничего не надо, но я ради вас немножко поснимаю. Так, и вот такие вот тут уже платья. Велюровые, красивые. Так, нужно подальше снять что-то. Это тоже ей будет обтягивать. Лара, знаю только телефон таких шведских. Не знаю, мне нравится вот это тоже. Бархатное платье красивое. Выбор огромный. Зуля. Зуля. Одежда, девочки, тут тьма, конечно, все вам не смогу показать, но кое-что так покажу. Просто мне надо убить время. Заодно покажу. Красивая кофточка тоже мне нравится. Я любитель вещей в горошек. Любитель вот таких вот вещей вязаных. Только мой телефон не передает цвет этих вещей, искажает цвет. Так красивые, но на телефоне не такие. Вообще магазин, конечно, очень красивые одежды. У них даже есть своя страничка в Инстаграме. Если что, можете заглянуть. И, мои друзья, это не платная реклама. Я просто случайно зашла в магазин. Если честно, никогда здесь не была. Просто если кому интересно. Блестящего.
сарафанчики. Юбочки всевозможные. А сколько такой платье стоит? А, не продается. Огромный выбор юбок, что длинных, что коротких. Это что-то, друзья, мне его снимать, конечно, этот магазин. Нужно дней 5, чтобы все снять. Вот мне понравилась юбочка. С нашей дочки надо сказать, что тут красивые юбки очень. Так, просто черные платья, бархатные платья. Ну, друзья, действительно, я все и не смогу снять. И цвет сильно искажает почему-то мой телефон. Сильно искажается цвет. Цвет, вернее, не цвет, а цвет. Ну, на этом все, наверное, привычки. Пока больше не буду тут снимать. Одежды много, очень красивой. Платье мне понравилось. Понравилось еще белое, темно-синее с белым воланом, которое для девочек, конечно. Вот Украине очень красиво. Есть все возможные пальто, куртки, плащи, безрукавки. Красивые безрукавки такие. Алло. Ну, небольшая обувь, правда, мало. Но вот на этом в этом магазине я закончу. Поснимаю вам наши магазинчики. У нас, конечно, республика маленькая. Таких достопримечательностей как таковых нету. Вот оптовый магазин игрушек и канцтоваров. Рынок у нас сегодня закрыт. Мне нужно было и на рынок сходить. Рынок у нас, видите, переделывается, все стройка идет. Конечно, у нас все преображения идут очень медленно. Но мы радуемся даже маленьким преображениям в республике. Так.
у нас тут кошек кормят бездомных. Жду маршрутку, чтобы поехать. Так, я приехала, друзья, насчет работы. Мне позвонили, сказали, что какой-то вариант очень хороший, не знаю, что будет. Приглашают меня на работу. Не знаю, мне надо посмотреть сначала, а там посмотрим. Конечно, пока с мамой у меня вряд ли получится, но мне надо, как-то мне сестра говорила, что если я выйду на работу, то она будет приезжать. Потому что она работает трое суток, через 3 суток, сутки через 3. И вот хочу посмотреть, устроит ли такой вариант. Работа такая, если как она говорится, то она не пыльная, но посмотрим. В принципе, работать ничего такого не надо, но это же не бывает, как всегда. Говорят одно, а уже потом бывает другое. Поэтому надо мне посмотреть сначала, прежде чем соглашаться на что-то. Поэтому хочу посмотреть. Друзья, но в кое-веки я выбралась. Покажу вам кое-какие места, где я сегодня буду. Это Назрановский политехнический колледж. Вот такой вот у нас. Видите, у нас строится, все, квартиры строятся. Конечно, у нас в новом городе Магасе красивее намного, но мне сегодня туда не надо. Сегодня я просто, друзья, пришла типа собеседование или просто познакомиться, посмотреть, мне предлагают какую-то работу. Пока не буду говорить, какую. Если устроюсь, узнаете. Но так получилось сегодня, что я приехала пораньше, и мне надо час где-то перебить время. И поэтому вот я погуляю по нашему парку. И заодно и вам покажу. Сегодня немноголюдно, и парк пустой, и вообще весь город пустой, конечно, после праздников. Не то, что после праздников, а праздничные дни, люди выходные и дома. Вот так вот. Не знаю, как у меня получится, но мне посоветовала пойти на эту работу моя дочка, вернее, не то, что посоветовала, а предложила. Мама говорит, все-таки посмотри, пожалуйста, хорошее предложение. Но не знаю, я просто пока еще сын дома, я, может быть, и смогу работать, а потом, когда уже он выйдет на работу, я не знаю. Хотя мне сестра говорила, если ты найдешь нормальную работу, то я буду приезжать там. Она работает сутки через 3, что она может приезжать и сидеть с мамой. Ну, посмотрим. Все-таки предложение было более-менее такое заманчивое, мне захотелось посмотреть, если честно. Так, друзья, снег везде, конечно, у нас хорошенечко подтаял. Это вот тут в парке так, потому что тень и снег лежит. Это у нас такая вот аллея славы. Памятник здесь погибшим в годы Великой Отечественной войны. Вот потихонечку туда я поднимаюсь. Тут горит у нас вечный огонь. Ну, вот так вот. Было бы, конечно, намного лучше, если бы я взяла селфи-палку, но я ее даже не взяла, мне неудобно. Пока еще я такой стеснительный блогер. Вот такая вот у нас аллея. Девочки такие красивые. Так, они еще должны Ибрагим подойти. Тоже побежал по своим делам. Вот так вот, друзья. Не знаю, насколько вам будет интересно или нет. Но я давно ничего вам не показывала. Не выходила. Раз такая
такая, как говорится, не буду говорить, что. Вот так вот. Такое дело. Вот. Хоть и говорят, что ингуши не воевали, но все-таки очень много было в войну наших героев. И вот такой вот мемориал для них сделали. Видите, в виде тоже нашей башни. И тут вот написаны имена, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Вот. У нас даже есть город-герой Малгобек. Как-нибудь тоже туда поеду, покажу. Вот видите, на этих мемориалах написаны герои Великой Отечественной войны. Вот таких вот полностью листов. 3, 4, 5, 3, 6 этих и 6 этих, 12. Вот. Никто не забыт, ничто не забыто. Так что вот так вот, друзья. Строятся магазины, центры. Все идет строительство, квартиры. Вот. Вон вдалеке, наверное, вы видите. Квартиры, есть коттеджи, городочек. Очень красиво там тоже. Мне нравятся эти коттеджи. И вот такой вот у нас пруд, который замерз. А там столько вон уточек сидят. Сейчас перейду через дорогу. И там Ибрагима своего подожду. За это время и человек подъедет, который должен ко мне подъехать. Так. Летом тут бывает красиво, очень на лодках катаются. Но сейчас, видите, пруд замерз. Прудик большой, конечно. О, сколько уточек бедных. Так, вон там гостиница Асса. Многоэтажные квартиры. Это 105-й массив называется у нас так, новостройки. Живет там моя девочка младшая. Вот так вот, друзья. И если видно, я не знаю, видно, вот Ибрагим подойдет, я вам еще, может, покажу. И вот вдалеке видны горы. Я не знаю, как вы увидите. Он сейчас подойдет. Может быть, он более ближе снимет. У меня еще солнышко светит в лицо. Вот опоясывающие нас горы. Так. Ибрагим приехал уже. Вот немножко поснимаем вам, если получится, горы, чтобы было видно. Не знаю, будет или видно, нет. Но так мне очень красиво видно. Коттеджи, городочек, 105-й массив. Ну, вот так это я снимала уже. Просто хотела показать горы. Горы, конечно, нужно показывать вблизи. Я надеюсь, приедет мой сын, когда мы обязательно поедем. Я вам покажу горы уже вблизи. Так, и мои дорогие, с Ибрагимом мы решили вам показать еще Назрановскую елку и наш дворец культуры. Такой у нас есть время. Такую красавицу украсили у нас. Это наш дворец культуры. Тут вот бывают концерты открытые летом. Так, на концерте я была, конечно, раза 2-3. Меня приглашала моя дочка в этом дворце культуры. Так, ну вот так вот. Конечно, хвастаться, показывать у нас нечего. Я, как сказала, республика маленькая. Елка красивая, высокая, хоть правда не очень-то много игрушек, но красиво. Не могу ее в полный рост показать, слишком близко. Вот так вот сейчас покажу. Вот. Из меня, конечно, оператор
никудышний. Ну, вот так вот. И везде, по идее, вот идет строительство. Что частное строительство, что государственное строительство. Потому что действительно республика наша молодая. И только строится. Ну, вот так вот. Как-то так. Так, друзья, встреча у меня состоялась. Ой, расскажу потом, что и как. Сейчас иду в магазин. На рынке все закрыто. Мне хочется посмотреть себе обувь и кое-что еще. Ну и немножко вам покажу. Так, вот такие вот. В основном сейчас закрыто все, дорогие мои. Салоны. Некоторые магазины открыты, многие закрыты. Магазин детская одежда. Так, друзья, обуви я не нашла для себя. Рядом был детский мир. И я решила сюда все-таки зайти. Ну и вам немножко обзорчик сделаю, наверное. Администрация магазина говорит, у нас после Нового года немножко бардак. Я говорю, ничего страшного. Видимо, детям покупали подарочки. Вообще здесь цены не очень высокие. В магазинах действительно я вещи тут не очень часто, но кое-что покупаю. Да, конечно, в наши времена таких игрушек не было. Даже когда мои дети были маленькие, такого не было. Для Ишки хочется, так, знаете, развивающие игры покупать, потому что ребенок все-таки, машаллах, смышленый у нас. Много знает, разбирается, по крайней мере, в игрушках. Такие машинки. Ну, такая у нее была вроде бы игрушка. Так, ну это такие вот кресла. Мы тут тоже здесь купили. Моя старшая дочь купила, племянница подарила. Да, есть все. Есть акции какие есть.
укладется в клеточку и в горошек. Оплачивайте бонусами до 100% покупки. Бонусы можно приобретать на всех категориях и даже на срочный товар. Если у вас есть бонусные карты, получите ее Сарафанчики понравились мне. Я бы ей хотела что-нибудь такое купить, безрукавочку, чтобы поверх одевать. Но что-то нет того, что я хочу. Веки выбралась и не смогла себе обувь купить. Придется после праздников, наверное, прийти. Ибрагим не удержался, мы пришли в кафешку поесть шаурму. Ждем, пока нам приготовят. В таком старинном стиле сделана история. И вот наш заказ принесли. Так, друзья, ну вот мы уже приехали почти домой. И вот я зашла купить корм для своих перепелок и для своих 3 цыплятушек. У нас вот недалеко от Кантышева производят вот такой вот корм. Инкорм называется. Есть и рост, и старт, и финиш. Ничем не уступает другим кормам. Я когда-то ездила, все время покупала в других республиках этот корм. У нас его не было. Был, но был такой дорогой, перепродажный. А это вот относительно дешевый корм. Так что, друзья, если кто живет в Ингушетии, здесь есть вот корм. Можете приехать, купить. И очень хороший. Тоже не платная реклама.